Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. Давайте посмотрим, о чем он уже не может молчать, о чем ему хочется не молчать, а кричать, причем кричать вам. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, дайте ему прямой вопрос. О чем ты не можешь больше молчать, о чем хочешь кричать. Давайте вместе посмотрим, что за информация придет, что он расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Держись двумя руками, открой то, что сейчас происходит, то, о чем я желаю услышать и узнать. Так, мои хорошие, здесь между вами Луна, и это либо расставание, либо пауза, либо какой-то острый конфликт происходит, и вы от него отвернулись. У него нет доступа к вам. Ему хочется кричать о том, что вы ему нужны, о том, что вы для него свет в оконце, о том, что вы его смысл жизни. И вот без вас прям совсем грустно, печально, неинтересно, и нет никакого смысла продолжать дальше. Больно от того, что вы отвернулись, но при этом он осознает, что именно он в этом виноват. То есть по его причине вы от него отвернулись. Из-за его какой-то хитрости, скользкости и даже каких-то манипуляций. То есть вы долго терпели. И в какой-то момент просто взяли да послали. Сказали, что все, дорогой, с меня хватит. Я больше в эти игры не играю. Да, ищи другую дурочку. То есть я не хочу. Я тебе больше не верю. Вот. Этот мужчина, он... как сам себя, получается, наказал, да? Своими же руками разрушил все то теплое, доброе, светлое, что было между вами. Хотя вот он рисует ангела между вами. То есть он говорит, что мы друг другу по судьбе. Мы друг другу судьбой даны, да? Высшие силы нас объединили. То есть он как обращается к прошлому. То есть вспомни, как мы с тобой встретились. Вспомни, как у нас с тобой все начиналось. Я так понимаю, у вас то ли любовь с первого взгляда была, то ли какое-то безумное притяжение, с которым вы, может быть, не смогли справиться, да? И вот он в этом видит руку судьбы. Он видит в этом волю высших сил. Нас высшие свели. Как бы поздно он об этом вспомнил на самом деле, да, когда вы уже отвернулись. Он к этому аргументирует. На самом-то деле, да, здесь есть крест, но я его больше считываю как испытание в жизни, не как воля судьбы, не как даны друг другу там, для любви, для счастья, как испытание, которое вы должны были вместе пройти. Вот вы испытание свое прошли, а он не справился. Не справился. Ему в какой-то веке такая шикарная женщина, как вы, достались, такая честная, открытая, любящая, прощающая. А он вместо того, чтобы быть честным в отношениях, он врал и манипулировал. Даже какие-то факты подтасовывал. Очень много с его стороны тумана было. И вот в какой-то момент он сам в этом тумане запутался. Вы же со своей стороны его видели изначально, вот какой он есть. Вы видели весь его обман, все эти его виляния хвостом. Вы все это видели, но вы прощали. Вы делали скидку, вы прощали, вы надеялись, даже жили надеждой, что он поменяется, что он все-таки в себя придет. И как взрослый мужчина будет выстраивать нормальные, полноценные, здоровые отношения. Но этого, к сожалению, не произошло. И вот вы отвернулись, он у разбитого, как говорится, корыта. И грустно, и больно, и сам виноват. И сам виноват. Но вы его здорово проучили. Вот он говорит, ты меня сделала, ты меня победила. Ты единственная и неповторимая в своем роде, кто смог меня так на место поставить, да, и кто мне смог причинить такую боль. Да, девчонки, вот тут ловко его, конечно, бараний рог скрутили. Хотя вижу, что вам тоже больно и обидно. Обидно, что он вот таким оказался. Обидно, что вы в очередной раз такому мужчине поверили, да, не совсем порядочному.
Вы правда ведь видели его душу, вы видели, что душа у него не пропащая, что в душе есть свет. Пытались ему помочь в этот свет выйти. Ну, а то, что он так себя повел, ну, кто же ему виноват, да, кто же ему доктор. Так, смотрите, мои хорошие, вам тоже плохо, но вы держитесь, вы как-то проще это все переносите, либо проще воспринимаете. То есть, возможно, у вас есть семья, дети, да, у вас есть отдушина, там, любимое дело, работа, там, животное, может быть, любимое есть, да, вот какая-то отдушина есть, и вам легче это все дается. А его показывают прям совсем одиноким. Вот одинешенек, вот хоть волком вой на луну, да, никого рядом нет. Либо какие-то люди, но они такие, как тени, они лицемерные, они такие, знаете, вот каждый сам за себя, сам по себе. Вот когда какое-то веселье, когда можно что-то поиметь с этого мужчины, они всегда рядом. Когда нужно помочь этому мужчине, он остается абсолютно один. Даже вплоть до того, что его собственная семья может от него отворачиваться. Ну, просто когда у него есть деньги, да, он нужен всем. Когда денег нет, либо он там болен, страдает, все от него отвернулись там, до лучших времен. И вот он очень открыто с этим столкнулся. И он понимает, что вы были готовы принимать его любым. Здоровым, больным, бедным, богатым. Да, он был вам нужен как человек, а не как кошелек на ножках, либо как какой-то весельчак, хохмач. Да? Вы его любого принимали и любому были рады. Снисходительно относились к его каким-то выходкам, каким-то неблагородным поступкам, да, находили в себе силы простить. Но в какой-то момент он просто перегнул палку, и ваше терпение лопнуло. А может быть, вы ему какие-то условия поставили, и он такой со смехом: да нет, чтобы я, да никогда. Да, как-то прям повел себя очень красиво. Но вы жестко его послали, прям жестко. И смотрите, в момент, когда вы его послали, хоть он и улыбался, какой-то, вы знаете, ухмылка, даже не улыбка, а ухмылка была на его лице, но он такую адскую боль испытал, которую никогда еще не испытывал. Вот, прям так ему больно стало, и какой-то холод ворвался к нему в душу. Прям как понял, почувствовал, кого он потерял. Держался этот мужчина, а потом прям, знаете, сорвался. Он сейчас либо болеет, прям у него физическая боль какая-то ощущается, либо он пьет и душой страдает. Алкоголь еще больше обостряет вот эти вот все муки душевные. Прям не в лучшей форме находится, абсолютно не в лучшей. Очень сильно боится, что вы узнаете, что ему сейчас плохо, что он, прям, знаете, даже вот эту призрачную тень успешного мужика потеряет в ваших глазах. Даже может кого-то просить, чтобы вам говорили, что у него другая женщина, что у него все классно, все хорошо, да, что он там прям живет, поживает, да, ни беды, ни горя не знает. На самом деле очень плохо. И еще, мои хорошие, если вдруг здесь есть девочки, у кого отыграется, что он выбрал не вас, а другую, вот, может быть такой момент, то та другая, она не с ним, вернее, он не с ней, да, то есть там... ошибка ошибочная. Тут по-другому не скажешь. И знаете, самое болезненное для этого мужчины, что вы как-то ушли жестко, вы все как будто бы мосты сожгли. Вот сейчас до вас не добраться. Может быть, вы не просто ушли, вы еще куда-то уехали. Либо вы ушли, например, к другому мужчине, вот как все мосты сожгла. То есть к ней уже не подойти, к ней не подступиться. И это просто разрывает ему душу, разрывает его сердце. И слезы, вот прям слезы. Вы можете не верить, но, девчонки, вот вижу, что мужчина плачет. Плачет по вам, плачет из-за вас, вот слезы идут. Мне идут слезы, его слезы. Пусть вы скажете крокодилии, но все равно слезы. Да, сам виноват, от этого еще больнее, от этого еще отвратительней. То есть он в руках держал свое счастье и сам же выпустил, да, либо откинул от себя. Пренебрег, может быть, даже в какой-то момент. Но вы долго терпели. Я вижу, что долго терпели. Вы видели, что он врет, вы видели, что он лукавит. Вы все прощали, вы все принимали. Вы своим примером показывали, вот как нужно себя вести в отношениях, что нужно доверять, что нужно быть честной, что нужно быть порядочной, что нужно заботиться о своем партнере. И да, нужно принимать партнера таким, как он есть. Но, опять же, всему есть предел, всему есть рамки. Вот, он как-то злоупотребил, сильно злоупотребил вашим доверием, вашим добрым сердцем. Мужчина, конечно, не самый лучший, не самый порядочный, но вижу, что судьба даст ему еще один шанс. Где-то вас ведет судьба.
как-то вот столкнет прямо лбами, грубо говоря. Очень неожиданный это будет момент. И знаете, девчонки, вот этот момент, он будет решающий. Момент наступит где-то вот под конец этого месяца, либо в следующем месяце вы прям вот столкнетесь в каком-то неожиданном месте. И для вас это будет очень неожиданно, и для него будет очень неожиданно. И вот именно в будущую встречу все между вами окончательно решится. Если он пересилит себя, не знаю, там упадет вам в ноги, начнет каяться, раскаиваться, рвать на себе волосы, может быть, вы еще и простите. Но если будет вести себя как обычно, так как-то надменно, с ухмылкой, герой, да, типа я герой, то как бы разойдетесь, как море корабли. Но единственное, что мужчина вас никогда не забудет. Никогда. Вот сколько бы ему не было отпущено лет в нашем мире, да, на нашей бренной земле, он вас никогда не забудет. Вы для него роковая женщина. Вы всегда останетесь для него такой вот звездой, мечтой, как утерянным счастьем, да, утерянным раем. Вот как-то так идет. Он сейчас это понимает, он сейчас это осознает. Знаете, как наконец-таки дошло, что только с вами можно было бы стать счастливым. Только с вами можно было бы исполнить все свои самые яркие, заветные мечты. Но вот сам все профукал, сам все потерял. Больно, ему очень больно от этого. А еще его страшит мысль, что вы тоже страдаете, что он стал причиной ваших страданий. Знаете, вот когда сам прочувствовал, тогда понял. А до этого момента его вообще не заботило, он вам врал, он вас обманывал, он играл, да, с вами играл, и его не заботили ваши чувства. И только лишь разбив свое сердце, да, когда вы ушли, он начал об этом задумываться. Так что, девчонки, будущая встреча все между вами решит, и в будущую встречу действительно будет окончательная точка поставлена. Сейчас все-таки Луна. Луна не точка, Луна это пауза, Луна это темные времена, грубо говоря, в ваших отношениях. Будущая встреча все решит. Будущее. Здесь судьба точно сведет, и все уже будет зависеть от мужчины. Я вижу, что он может вас уговорить, потому что чувства в вашей душе, они все-таки есть. В сердце есть чувства. Хоть вы их туда поглубже запихиваете, но чувства есть. К нему есть. Вижу, что вы его еще не разлюбили, еще чувства есть у вас к нему. Да, может быть, судьба специально так все готовит, чтобы был элемент неожиданности, чтобы между вами действительно какой-то честный, открытый разговор состоялся. Вам я искренне желаю держаться, набраться сил держаться, продержаться это сложное время. Но мужчина получил свое, получил по заслугам. Да, вы роковая женщина для него, и тут не дать не взять, именно так это и выходит. Вы гораздо сильнее, чем он. Да, хотели помочь, но попытка была неудачной. Мужчина сам все потерял, вот прям как, знаете, песок сквозь пальцы высыпалось счастье у этого мужчины. Но теперь уже назад как сложно вернуть, практически невозможно. Но судьба даст шанс. Так, мои милые, на этом все. Держитесь, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.